каждом кармане. То есть у меня есть маленькая иконка. Под сердцем лежит, у меня тоже четко мне батюшка подарил. Но молюсь я также не только за себя, а за товарищей. Раньше я этого никогда не делал. Бога особо так не верил. А тут начал молиться и в церковь ходить. Батюшка приезжает. Перед штурмом всегда молишься. В отряд приехал священник из Якутии, отец Анатолий. Прямо здесь, в блиндаже, он отслужит литургию, а потом исповедует бойцов и проведет таинство причастия. Крем, слушай, у тебя такой пугающий позывной, ты не сын начальника какого-то? Нет. Нет, слава богу, ты испугался. Таких здесь не встречается. Здрасте. Здрасте, ребята. Ты на посту видел, да? На посту стоял. Я вас встречал. Да. Крестик и ангел-хранитель. Я в молитвах постоянно. Перед сном, утром. Всегда. Раньше как-то это было меньше, а сейчас постоянно с Богом. Ну давайте, родные мои, помолимся. Боже, очисти меня грешное, помилуй меня. Вы про себя кайтесь, мне ничего говорить не надо. Если я вдруг не назову те грехи, в которых вы виноваты, вы про себя сами покайтесь, хорошо? Господи, прости мне мою гордость, тщеславие, превозношение себя над другими людьми. Прости меня, если я кого-то обижал. Прости, Господи, если я кого-то когда-то обманывал. Господи, прости мне малодушие за гнев, за ненависть, которые посещали мою душу и трогали мое сердце. Прости, Господи, и другие мои согрешения, которые я совершал по своей немощи, по своей глупости. Очисти душу, Господи, мою, и дай мне прощение грехов. Аминь. Каюсь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Причащается честное тело крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Причащается раб Божий Алексей. Последний грех уже вечный. Аминь. Запил. Аминь. Дмитрий, восстали грех уже вечный. Причащается раб Божий Николай, восстали грех уже вечный. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Давай, брат. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С Богом, брат. Воды все священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Так, и у нас парень хотел покреститься. Приехав сюда, я не верил ни в Бога, ни в кого, я как атеист был. А тут прям вера получалась, когда снаряды рядом со мной падали, не взрывались, когда пули мимо пролетали, когда вот люди рядом со мной умирали, а я оставался жив, ни ранений, ничего. Пройдя столько штурмов и столько заданий, и ни одного осколочного, даже ничего нет ранения, я тут начал верить в Бога, поэтому решил покреститься, потому что он, наверное, он существует. В боях уже был, да? 5 штурмов. 5 штурмов уже. Помните Христос. Давай тогда сейчас мы тебя будем крестить. Ты молодец, что решил покреститься. Я тебя сейчас и покрещу, еще и причащу. На самом деле мы так подсидели не просто так, чтобы удобно было, да, там, а это на самом деле вот целое богословие в символах. Когда мы с тобой крестимся, сначала прикладываем крестное знамение к колбу, просим Господа мысли осветить, к чреву, просим нашу плоть, наши чувства осветить, потом к правому плечу, к левому плечу, просим осветить то, что все, что мы в этом мире делаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу на непресно, и во веки веков. Аминь. Родной мой, а ты можешь снять сапоги? Есть что-нибудь постелить, чтобы ты встал? Я говорю, давай на картонку хотя бы встанешь, ладно? Мне, потому что многим надо будет тебе обязательно помазать миром. Такая обязательная часть крещения. Тебе сколько лет? 22. 22. Женат уже? Нет. Ну давай, брат. Крещается раб Божий Георгий во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Облачается раб Божий Георгий в ризу правды. Крести свой. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Иисус Христос, восстание грехов, жизнь вечную. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголам Твоим смиренно количество очень мои спасения Твои, же готов перед лицем всех людей света, откровения языков. Помилуй Ты, спасет нас, века благ, и человека любится. Аминь.
Я тебя поздравляю с крещением и с причастием твоим первым в жизни. Мы с тобой сейчас, знаешь, может быть, до конца не понимаем, что происходит с тобой на уровне души, о том, как Господь твоего сердца прикасается. Я не знаю, как это в жизни с тобой проявится. Я в своей жизни видел много чудес, связанных с крещением, и когда люди искренне Бога в сердце пускают. Я надеюсь, что Бог у тебя тоже будет в сердце очень глубоко. Вот, всегда, моя хорошая. Давай. Береги себя, одевайся. Порой, когда я иду в бой, я прошу его милости, и чтобы он мне помог в этом бою. Ну, как-то защитил меня, оберег. Решил покреститься, чтобы быть ближе к нему. Потому что всегда его крестик вот висел у меня на шее и как-то оберегал меня. Я не знаю, как можно одних оставлять здесь без духовной поддержки. Это для меня очень важно самого, понимаете. Я, наверное, себя перестану уважать, если не буду трудиться вот в эту общую копилку победы. Они очень внимательно слушают проповеди, им этого не хватает, ему это Слово Божье нужно. Им самим надо молиться обязательно. Не только там убеждать, какие-то вещи логически правильно рассказывать, а еще молиться с ними, потому что молитва очень сильно что-то меняет. Поэтому это нужно, обязательно нужно. Нужно, чтобы священники с ними были здесь, чаще приезжали. Доброта, она здесь растет. Я это заметил и увидел в тех людях, которых, вот,